Добрый вечер. На канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. Президент Садыр Джапаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию энергетики Кыргызстана, которое прошло в Кыргызской национальной филармонии. В своей речи он отметил значительный вклад энергетиков в развитие страны, подчеркнув успешные реформы в отрасли, модернизацию ГЭС и создание новых электростанций. Президент также рассказал о строительстве ГЭС Камбарата-1, который обеспечит энергетическую независимость Кыргызстана. Он поблагодарил работников энергетического сектора за их труд и уверил, что новая энергетическая эпоха принесет стране стабильность и экономический рост. Сегодня в Бишкеке с участием президента Садыра Джапарова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию кыргызской энергетики. Глава государства поздравил всех сотрудников энергетической сферы, которые с полной отдачей служат этой отрасли, а также ветеранов, посвятивших свою жизнь становлению и развитию энергетики страны. Энергетика всегда была и остается стратегической отраслью государства. От ее устойчивого развития зависит вся экономика страны, благополучие граждан и бизнеса, а также национальная безопасность. Мы всегда с гордостью отмечаем, что Кыргызстан обладает уникальным преимуществом в Центральной Азии, расположившись у истоков водных ресурсов. В результате наша страна является генератором гидроэнергетических ресурсов в этом регионе. За почти столетие энергетическая отрасль прошла через множество трудностей и достижений. Мы высоко ценим вклад уважаемых ветеранов, которые внесли огромный вклад в благополучие кыргызского народа, а также усилия крупных специалистов и работников энергетической инфраструктуры, которые долгие годы трудились на благо страны. Ыкчам жүрүп жаткан азыркы мезгилде электр кубаты пайдаланылбаган жер, колдонулбаган тармак жок. История энергетики Кыргызстана начинается в 1934 году с запуска первой малой ГЭС на реке Алымидин с мощностью 560 киловатт. Это стало началом развития энергетической системы республики. В последующие годы были построены такие крупные гидроэлектростанции, как Токтогульская ГЭС, что заложило основу для расширения энергетических возможностей страны. Благодаря обилию природных водных ресурсов Кыргызстан является одним из лидеров Центральной Азии по производству экологически чистой энергии. На сегодняшний день более 90% электроэнергии в стране вырабатывается за счет гидроэнергетики. Для развития энергетической инфраструктуры в рамках проекта КАСА-1000 были построены подстанции и линии для экспорта электроэнергии в Афганистан и Пакистан. В настоящее время ведутся подготовительные работы по строительству новых мощных подстанций для экспорта электроэнергии в Китае в рамках проекта «Каракол и Кемин-Торугард». Кроме того, по всей республике активно строятся новые электростанции, использующие энергию солнца и ветра. Для инвесторов созданы благоприятные инвестиционные условия. В последние годы в энергетической отрасли произошли значительные изменения. Реализуются масштабные проекты. В их числе строительство Камбараты-1 ГЭС, которую называют проектом века. В настоящее время строительство находится на активной стадии при участии Казахстана, Узбекистана и поддержке Всемирного банка. Строительство Камбаратинской ГЭС-1 является ключевым проектом для улучшения состояния энергетической системы Кыргызстана. Чем дольше затягивается реализация этого проекта, тем сложнее становится ситуация в энергосекторе страны. Именно поэтому мы активно предпринимаем всесторонние меры для ускорения строительства Камбаратинской ГЭС-1, чтобы обеспечить оптимальный гидроэнергетический режим. Запуск Камбаратинской ГЭС-1 позволит обеспечить оптимальный режим работы Токтогульской ГЭС. Это создаст возможность летом и весной предоставлять воду соседним республикам, а зимой полностью покрывать потребности Кыргызстана в электроэнергии. В реализации проекта активно участвуют 3 страны – Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Заместитель министра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов отметил важность этого проекта для всего Центрально-Азиатского региона.
У нас совместные проекты большие, говорим о Камбарате, естественно, крупном, говорим о других потенциалах. Наши два президента договорились о развитии малой гидроэнергетики в Кыргызстане, и казахстанские инвесторы планируют вместе заходить здесь, в эти проекты реализовывать. Поэтому, я думаю, наша совместная работа с соседями вместе будет иметь большой потенциал, и мы в будущем обязательно достигнем профицитной энергетики с возможностями экспорта и дальнейшего развития надежного энергоснабжения. Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев подчеркнул, что в настоящее время активно проводится модернизация объектов. Завершено обновление 3 агрегатов Токтугульской ГЭС, а к 2025 году будет модернизирован 4-й агрегат. Это позволит увеличить мощность станции до 1440 мегаватт и обеспечить ее надежную работу в течение следующих 50-60 лет. Идет строительство новых гидроэлектростанций. Это Куланахский ГЭС, Камбарата ГЭС-2 полностью. Если возьмем из малых ГЭСов, в этом году мы построили за собственные средства бюджета, республиканского бюджета, это гидроэлектростанция Баласару мощностью 25 мегаватт. На сегодняшний день идет строительство на Ортотокойском водохранилище, на Папанском водохранилище. Скоро начнем строительство на водохранилище ТАР, где выделено финансовые средства Всемирного банка. В последние годы в стране построено и введено в эксплуатацию 20 малых гидроэлектростанций. В настоящее время строится еще 27 ГЭС. С момента обретения независимости Кыргызстан стремится к энергетической независимости. Реализация текущих масштабных проектов создаст условия для достижения этой цели, а также позволит экспортировать электроэнергию в другие страны. У Кыргызстана есть весь необходимый потенциал для этого. Айкен Муратбекова, Назира Бегалиева, Джумабай Османалиев, УТРК Чуй. В Интымак-Ордо состоялась торжественная церемония вручения государственных наград выдающимся кыргызстанцам, работающим в различных сферах. Президент Садыр Жапаров поблагодарил врачей, учителей, тренеров, строителей, экономистов и других за вклад в развитие страны и многолетний труд. Награды получили представители культуры, науки, здравоохранения, образования, спорта, сельского хозяйства и других отраслей. Президент отметил, что награжденные – это сила, потенциал и гордость страны. Урматтуу мекендештер, ардактуу сыйлык ээлери, биз бүгүн Кыргызстандын ар тармактарында кесипкөйлүгү, эмгекчилдиги, атуулдугу менен айырмаланган өлкөбүздүн өнүгүүсүнө бараандуу салым кошкон көрүнүктүү ишмерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземине чогулуп отурабыз. Мындай күжүрмөн замандаштарыбыздын эмгеги бааланып, мамлекеттик сыйлыктардын тапшырылып жатканына мен дагы кубанып отурамын. Буюрса, туура бир аптадан кийин жыл жаңырат. Эски жылды жыйынтыктап, жаңы жылга изги тилек артып турган чакта бийик даражалуу сыйлык алып жаткан мекендештеримди жаңы жыл майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сыйлык Орузбеков Абдыкадырдын небереси Уразбекова Юлдузхан Узберишевага тапшырылат. С марта 2025 года священнослужителям в мечетях Кыргызстана начнут выплачивать заработную плату в размере 8 тысяч сомов с последующим повышением до 20 тысяч сомов к концу года. Финансирование не будет поступать из государственного бюджета, а будет направлено через новые источники, которые ранее не использовались. Также в планах установить электронные ящики для пожертвований с использованием QR-кодов. Президент подчеркнул важность роли духовенства и их влияния на общество, отметив, что они будут заниматься воспитанием и наставлением граждан, возвращая их в ханафийский мазхаб.
На 1 декабря этого года производство мяса в Кыргызстане составило 414,5 тысяч тонн, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение связано с ростом поголовья сельскохозяйственных животных. В январе-ноябре 2024 года произведено 1692,5 тысяч тонн молока, что на 2% больше благодаря увеличению поголовья дойных коров. Производство яиц возросло на 15%, а производство шерсти составило 13 157,5 тонн, что на почти 2% больше благодаря росту поголовья овец. По состоянию на 19 декабря этого года в рамках проекта финансирования сельского хозяйства 12 фермерам Кыргызстана выдали более 11,5 тысяч кредитов на сумму 4,5 миллиарда сомов. Из них 1,4 тысячи кредитов на 479 миллионов сомов направлены на растениеводство, а 10,5 тысячи кредитов на 4,5 миллиарда сомов на животноводство. Кредиты предоставлены через Аилбанк и Ликбанк. За 11 месяцев в Кыргызстане зарегистрировано 1087 наркопреступлений, сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев. В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков было выявлено 4 интернет-магазина, занимающихся продажей наркотиков, и 24 сайта, имеющих связь с наркоторговлей. Ведется работа с Министерством цифрового развития для предотвращения деятельности таких ресурсов. Также в 2024 году проведено 32 встречи с компетентными органами других стран для обмена опытом и информацией. В Кыргызстане 14 673 гражданина предоставляют услуги персонального ассистента, сообщили в Министерстве труда, социального развития и миграции. На 1 декабря этого года 14 976 человек получают эту услугу, из которых 9 504 дети и 5 472 взрослые с инвалидностью. С 1 июля этого года оплата за услуги была повышена с 6268 сомов до 7681 сома. Эта мера позволит людям, не имеющим возможности работать, получать пенсионное обеспечение по достижении пенсионного возраста. Более 400 гостей стали участниками новогодней елки, организованной общественным фондом для детей из Бишкека и Чуйской области. Среди приглашенных воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных семей и жители домов престарелых. Гостей ожидала праздничная программа, концерты, подарки. В преддверии Нового года общественный фонд Назгуль Насиева при поддержке одного из столичных ресторанов организовал новогоднюю елку. Мероприятие объединило детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и жителей домов престарелых. Гостей встречали праздничным ужином, концертной программой и новогодними подарками. Мы каждый год собираем именно в этот день около 500 детей из детских домов. На этот раз у нас немного по-другому. Мы собрали 400 человек из домов, детских домов, из домов престарелых, психоневрологических стационаров, а также малообеспеченные семьи. Наша цель, чтобы дети познакомились друг с другом поближе, подружились, чтобы они знали, что они не одни, не отдаленные от судьбы. Этот праздник стал настоящим чудом для детей и взрослых, согрев их сердца и подарив надежду. Благодаря поддержке общества Красного полумесяца участники получили сладкие новогодние подарки. Совместно с партнерами мы ежегодно организовываем такие акции, акции добра, когда мы можем подарить частичку радости, частичку приятных, ярких моментов самым уязвимым деткам. Праздничный ужин для гостей был организован рестораном, поддержавшим инициативу фонда. В ходе мероприятия была подчеркнута важность заботы о детях, как о будущем нашей страны, а также выразили благодарность всем, кто приносит вклад в их благополучие и развитие.
Новогодний вечер – это время теплых чувств, единства и надежд. В этот особенный день мы хотим напомнить о важности заботы о нашем будущем поколении, о детях. Дети – это наше будущее, светлый завтрашний день нашей страны. Заботьтесь о них, предоставляя достойное воспитание и возможности. Мы закладываем прочный фундамент для светлого будущего. Гости праздники наслаждались песнями, танцами и теплой атмосферой. Для многих детей этот вечер стал особенным воспоминанием. Завершился вечер вручением подарков каждому ребенку и праздничным концертом, который подарил яркие эмоции всем участникам. Айслу Мурзакова, Айгерим Дүйшебаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чуй, город Бишкек. 18 декабря в Доме культуры Кеминского района состоялся вечер творчества и презентации новой книги «Не торопи мое время» поэтессы и журналиста Кенджи Абдылдаевой. Мероприятие, организованное общественным объединением «Закимин» при поддержке районной администрации, прошло в теплой атмосфере. Вечер открыли ученики школ Карабулак и Тегермен, исполнив стихи поэтессы. Глава районной администрации Кутбедин Шакиров отметил ее вклад как журналиста и поэта, вручив благодарственное письмо и подарки. Поздравления также прозвучали от представителей общественности, писателей и ветеранов. Организаторы выразили благодарность всем, кто поддержал мероприятие, пожелав Кенджи Абдылдаевой здоровья и дальнейших творческих успехов. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.